Итак, что такое эпилепсия? Ну, мы знаем, что не каждые судороги – это эпилепсия, и не каждая эпилепсия – это судороги. Сейчас я расскажу чуть более подробно. Эпилепсия – это состояние, связанное с аномальной электрической активностью коры головного мозга. А, Мозг построен из разных клеток, но главная клетка мозга – это нейрон. Нейрон – это клетка, которая умеет генерировать электрические потенциалы. И, упрощенно говоря, нейроны образуют сеть, работающую на электрических потенциалах. Так вот, аномальная электрическая активность, которая вовлекает сразу большое количество нейронов, гиперсинхронная электрическая активность, она может порождать такие эффекты, как неконтролируемое возбуждение в одном отделе мозга, это фокальная эпилепсия, или распространяющаяся на всю кору, это генерализованная эпилепсия, соответственно, с разными клиническими манифестациями. Когда мы говорим о генерализованной эпилепсии, она может быть какая у нас, приводящая к потере сознания, она может сопровождаться или не сопровождаться судорогами, но изменениями сознания она сопровождается практически всегда. И это могут быть как судороги, которые видимы глазом. Это может быть просто утрата сознания с потерей тонуса. Как бы человек упал в обморок. Но обморок оказывается не совсем простым обмороком. И на ЭЭГ в этот момент, ЭЭГ это что? Энцефалография. На энцефалографии мы в этот момент можем увидеть аномальную электрическую активность мозга эпилептического типа. Это могут быть короткие эпизоды, как абсансы, замирания, вздрагивания. И эпилепсия может быть фокальной. И в этом случае мы видим клинические манифестации, связанные с тем отделом мозга, который и подвержен аномальной электрической активности. И вот тут интересно, потому что фокальных приступов много типов, и не всегда понятно, что это эпилепсия, что эпилепсия лежит в основе этого состояния. Это могут быть состояния, связанные с изменением поведения, с галлюцинациями, с ощущениями вкусовыми, слуховыми, зрительными, болевыми, вплоть до вегетативно-висцеральных приступов, когда просто возникает боль в животе или, например, диарея. А это был эпилептический приступ такого типа. Поэтому, когда есть любые приступообразные состояния, если они повторяются по одному или по сходному сценарию, это обязательный повод сделать электроэнцефалографическое исследование. Электроэнцефалография – это метод, который позволяет зарегистрировать электрические потенциалы мозга и увидеть, насколько они укладываются в норму или они от нее отклоняются, и есть ли действительно эпилептические события. Вне эпилептических событий энцефалограмма может зарегистрировать аномальную электрическую активность мозга, но, к сожалению, не всегда. Бывают случаи, когда нам приходится делать длительную регистрацию ЭЭГ и 4 часа, и 12 часов, и 24 часа, и бывают даже системы ЭЭГ, которые необходимо носить 2-3 суток, пока мы не зарегистрируем эпилептическое событие. Бывает, есть, вернее, такое понятие, как эпилептическая активность без приступов как таковых. Когда мы в энцефалограмме видим, что какой-то отдел мозга генерирует аномальную электрическую активность, но именно приступообразных повторяющихся состояний нет. Но это может вызвать, в зависимости от локализации, несколько таких грубых клинических манифестаций. Например, устойчивое изменение настроения. Оно может быть представлено в виде депрессии, а в основе лежит эпилептическая активность. У детей нередкая история – это нарушение активности и внимания, гиперактивность и дефицит внимания. Или дефицит внимания без гиперактивности. И в этом случае тоже нередкая находка – это аномальная электрическая активность в лобной или в височном отделе. И в этом случае эта гиперактивность
она может быть уменьшена или даже полностью излечена с помощью антиэпилептиков и, как правило, в не таких уж высоких дозах. И, наконец, бывают случаи просто усталости хронической, постоянно пониженной работоспособности, неспособности концентрировать внимание. И действительно, во многих из подобных случаев можно найти аномальную эпилептическую электрическую активность мозга где-нибудь в виске или во лбу. И многим пациентам удается помочь с помощью адекватной, соответствующей находкам противоэпилептической терапии. И наоборот, на другие виды терапии эти пациенты могут вообще не отвечать. Поэтому в состояниях, связанных с повторяющимися любыми атаками, будь то судороги или какие-то другие ощущения или эффекты, если они повторяются по одному сценарию, ЭЭГ обязательно. При изменениях, устойчивых изменениях настроения, работоспособности, усталости, нарушениях сна, гиперактивности, дефиците внимания, ЭЭГ обязательно. И в этих случаях вы можете часто найти эпилептическую активность и помочь этим пациентам весьма реально.